Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Для меня нет более важной задачи в следующем году, чтобы восстановить мир и нормальную жизнь в Чеченской Республике, Северной Осетии и Ингушетии. И тогда беженцы смогут вернуться к своим погасшим очагам. Не пожалеем усилий для этого. Мы вообще международное право признаем или ну его нафиг? Если международное право признаем, то территория Чечни – это территория Российской Федерации. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Сегодня, в канун наступающего Нового года, русские по обе стороны границы неудержимо тянутся к миске с салатом оливье, холодцом и селедкой под шубой. Главный врач Российской Федерации уже в который раз настойчиво предупреждает: не закусывайте водку жирной пищей, только белковыми продуктами. Знают все, что в новогодний праздник в нашем доме будет оливье. В этот день мы постараемся испортить аппетит гражданам России. Тем, кто собирается встречать под звон бокалов огонька и созерцать рожу упыря Путина под бой курантов, испортят пищеварение дроны, посланные ВСУ и ГУР Украины. Мы же напомним остальной части популяции, самоназвавшие себя «хорошие русские», как ровно 31 год назад они пожирали все тот же салат, только огурцы в нем были соленые, а теперь маринованные немецкие. Хотя те, кто зацепился в Литве, например, могут и соленый найти. Мы же пожелаем им, чтобы огурец у них застрял в горле, хоть соленый, хоть маринованный. Огурец соленый, соленый огурец. Тем, кто еще не понял, откуда такие сердечные пожелания, напомним, что в этот день под звон бокалов еще того демократического огонька другой упырь, Ельцин, наблюдал, как славные ребята, русские летчики, наносят один за другим ракетные удары по жилым кварталам Грозного. Кто не может себе этого представить, включите телевизор и наблюдайте, как русские Су и Миги бомбят сегодня, 31 декабря 2025 года, украинские города. Мы обещали вам, что будем показывать документы, получившие недавно гриф «Declassified» в архиве национальной безопасности США. Первый документ для памяти – это сообщение разведывательной службы США. Гриф секретно зачеркнут. Страна Россия. Тема «Чеченский конфликт». Предупреждение – это информационный отчет, а не окончательно оцененная разведывательная информация. Отчет засекречен. Ниже приведена выдержка из отчета «Военная деятельность России в Чечне до 11 января». Воздушные и артиллерийские удары, полная блокада и активная пропаганда, несмотря на некоторые конфликты внутриполитического и военного руководства. Относительно метода разрешения чеченского кризиса руководство страны принуждено не допустить отделения Чечни, создать
пророссийскую администрацию там и использовать все средства для достижения этих целей. В результате интервенции российских вооруженных сил в Чечню. Дальше выемка из текста. Так что нам остается только догадываться, кто дает эту оценку. Военные операции не считаются путем к успеху в Чечне. Подобные действия могут помешать процессу реформ в самой России. По оценкам, потенциальная партизанская война в Чечне потребует развертывания более 100 тысяч военнослужащих. Вполне возможно, что нынешняя демонстрация силы призвана проиллюстрировать необходимость сильных вооруженных сил и остановить реорганизацию вооруженных сил и сокращение бюджета в армии. Участие заместителя председателя Сосковца, который считается политическим представителем военно-промышленного комплекса и способ урегулирования чеченского кризиса, вновь выявил проблему власти в Москве и Ельцина как гаранта демократического развития в России. Западные аналитики вновь подняли вопрос о том, стоит ли полагаться только на Ельцина, чьи решения становятся все более непостижимыми и на которого все больше влияют политики, действующие за кулисами. Однако на данный момент приемлемой альтернативы ему нет. Поэтому поддержка Ельцина со стороны Запада, безусловно, сохранится. Другая политическая партия, критикующая российское вмешательство в Чечню, это прореформистская партия «Русское единство и консенсус» Шахрай. Видимо, имеется в виду пресс, партия Российского единства и согласия, созданная в 1993 году Шахраем. Тут только остается усмехнуться над компетенцией аналитического знания разведки США. Называть Шахрая реформатором – это впрямь круто. Вот и Путин у них тоже реформатор. Ну, этот документ почитаем в следующий раз. Продолжим читать отчет. Ее исполнительный комитет в заявлении подчеркнул, что война в Чечне перерастает в национальный политический кризис, потенциально способный привести к кровавым конфликтам в других частях Российской Федерации. В заявлении далее говорилось, что кризис в Чечении вызывает дальнейшую поляризацию политических сил в Российской Федерации, что может привести к новому расколу в российском обществе. Предупреждение: отчет секретный, недоступен для иностранцев, использованы методы и источники разведки. Наверное, нет смысла напоминать, кто является в 1994 году получателем столь объективной аналитическо-разведывательной информации. Да, это друг Бориса Билл. Билл Клинтон, запечатленный в обнимку с русским медведем Ельциным, ржет, катается от смеха, но не может успокоиться. Ему так милы эти русские. К тому же он только что подписал такую удачную сделку – Будапештский меморандум. Вы пререкли, что наша встреча сегодня, она провалится. And this is all due to you, because coming from my statement yesterday in the United Nations, and if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. 6 января 1995 года он пишет подбадривающее письмо своему другу, его превосходительству Борису Николаевичу Ельцину. «Дорогой Борис, я прочел твое письмо от 29 декабря с большим вниманием. Мы пропустим слова про расширение НАТО и визит вице-президента Гора в Москву и перейдем сразу ко второй части письма. Борис, я также хочу обсудить с тобой мой взгляд на разворачивающуюся трагедию в Чечне.
Ты слышал несколько отчетов по официальной позиции США. Я хочу, чтобы ты услышал прямо от меня. Я сожалею о случившемся. Я понимаю дилемму, с которой ты столкнулся. Мы отмечали во многих случаях и продолжаем настаивать на территориальной целостности России. Мы заявляем, Чечня – это часть России, и мы против попыток изменения международных границ силовым способом. Тут мы вынуждены сделать вдох, чтобы не наговорить лишнего. Президент США Билл Клинтон настаивает на территориальной целостности России и соблюдении международного права. Оставим главу государства в покое и спустимся на нижний этаж. Сразу же вспоминается Ходорковский. Мы международное право признаем или ну его нафиг? Давайте все-таки отфиксируем ситуацию, чтобы не попадать в идиотскую позицию. Мы вообще международное право признаем или ну его нафиг? Если международное право признаем, то территория Чечни – это территория Российской Федерации, а территория Донбасса – это территория Украины. Ну, то есть ваш ответ, что эта история была про восстановление конституционного строя, а это агрессивная война с захватом территории? Одно дело – уголовно наказуемая агрессивная война против соседнего государства, и другое дело, пускай неправильно проведенная, пускай, так сказать, ошибочно исполняемая, пускай с преступлениями проводимая операция на своей территории в рамках полномочий действующей власти. Прогоняет мысль узник путинских лагерей. Где же он так научился вкручивать ложь? В колонии номер 7 в Сегеже или раньше в райкоме комсомола? И лопоухий Дудь кивает головой, довод сразил наповал. Международное право, конечно же, признаем. С Дудя какой спрос? Он человек подневольный, да и Биллу Клинтону это неинтересно. А вот для наших зрителей, свободных от ГБшной пропаганды, напомним, что Чеченская республика обрела свою независимость строго в соответствии с международным правом и при соблюдении Конституции того государства, в которое оно насильно была включена Советами, ровно как и Российская Федерация была признана независимым государством в соответствии с все той же Конституцией СССР, из которого Россия вышла только на год позже Чечни. То, что через 2 года после обретения независимости Ельцин растоптал Конституцию РСФСР, в соответствии с которой он и был избран президентом, никак не доказывает торжества закона. И даже то, что Билл Клинтон стал повивальной бабкой ельцинской России в 1993 году, заявив, что США поддерживает Ельцина, появившись во время государственного переворота на экранах CNN, прямо под грохот танковых орудий, никак международное право не восстанавливает. Russian President Boris Yeltsin continues to have the support of the Clinton administration as long as Mr. Yeltsin keeps his country on the road to democracy. President Clinton says he is following the crisis in Russia closely while he continues his 3-day swing through California. They might go into the breach caused by the tanks. That's still a downline scenario, though. Could well be. What we've got, the situation right now is that the White House itself is completely encircled by armored personnel carriers. Major gunfire. Sounded like some sort of artillery. Steve, let me ask you this. Will it be hard, do you think, for Russian soldiers to shoot at other Russian soldiers? The United States continues to stand firm in its support of President Yeltsin because he is Russia's democratically elected leader. We very much regret the loss of life in Moscow, but it is clear that the opposition forces started the conflict and that President Yeltsin had no other alternative than to try to restore order. We saw them blocking off rooms inside the Russian White House with very, very heavy safes. They were carrying these steel safes to doorways and to strategic locations.
President Yeltsin will be speaking to Russia on national television. Настаивать на том, что включение в 1993 году в состав своего государства Российская Федерация сомнительного в своей легитимности независимой Чеченской Республики считается торжеством закона и международного права, может Ходорковский, ему не привыкать. Что же сподвигло президента США сделать такие допущения? Оставим на суд истории. С таким подходом вам остается только признать 4 украинские области неотъемлемой частью России, включенными туда строго в соответствии с путинской конституцией. А международное право пригнется, ему не привыкать. Дальше в письме Билла Клинтона идут сожаления о растущих человеческих жертвах, включая гражданских, и пожелание разрешить конфликт в соответствии с международными стандартами, которые мы одобрили вместе с тобой в Будапеште чуть больше месяца назад. В этой связи я знаю, что Европейский Союз предложил тебе использовать механизмы ОБСЕ в разрешении этого конфликта. Я думаю, это справедливое и конструктивное предложение. И я надеюсь, Россия предпочтет работать с ОБСЕ на этих принципах. Борис, я хочу, чтобы ты знал, мы приложим все усилия, чтобы положить конец кровопролитию и найти решение. Я знаю, это тяжелые дни для тебя и готов обсудить это в деталях, если хочешь. Спасибо за приглашение в Москву в мае. Скоро свяжемся. Твой Билл. Когда мы на протяжении многих лет обращались к хорошим русским, не к плохим, заметьте, почему вы молчите о преступлении российской власти, об оккупации соседних стран? Реакция была как об стенку горох. И правда, что мы хотели от них услышать, если тот, кто стоял за официальной позицией США, хотел плевать на реальность и разыгрывал «не понимаю, русский ок». Какая там независимость? Не было ничего, ничего не знаю. Не будем сейчас углубляться в суть проблемы. Зрители, которые заинтересуются этим вопросом, смогут найти десятки программ об этом на нашем канале iNews. Просто отметим, что среди всей русской демократической общественности не нашлось ни одного голоса, который бы посмел возразить официальному мнению из-за океана. И в заключение, для тех, кто сегодня строит из себя антивоенных активистов и борцов с режимом, еще один документ из архива, красноречиво говорящий о природе их власти, которую они так заботливо защищали в редакциях газет, у пультов радиостанций и в студиях телеканалов, чтобы помнили. Секретно зачеркнуто. Телефонный разговор с президентом России Ельциным. Чечня. Start 2. Президент Билл Клинтон. Президент Борис Ельцин. Переводчик Дмитрий Заречник. Записывающий Стив Пайфер. 13 февраля 1995 года. Овальный кабинет. Президент Клинтон. Здравствуй, Борис. Президент Ельцин. Здравствуй, Билл. Клинтон. Приятно слышать твой голос. Спасибо, что ответил на мой звонок. Спасибо, что ответил на мой звонок. Ельцин. Спасибо, Билл. Прошло некоторое время с тех пор, как мы разговаривали. Клинтон. Слишком долго. Я рад, что у нас есть возможность поговорить сейчас. Ельцин. Хорошо. Клинтон. У нас с Гельмутом Колем на прошлой неделе состоялась хорошая дискуссия. Мы обсудили трудности и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в Чечне. Всякий раз, когда меня спрашивали, я говорил, что мы считаем Чечню частью России и что вы справляетесь с ситуацией, насколько это возможно. Ельцин. Я знаю, Билл, что ты говорил о ситуации в Чечне. Я ценю твою объективность. Клинтон. И Коль, и я старались оказывать поддержку и напоминать людям, что вы выступаете за демократию в России и являетесь лучшей надеждой на нее. Но нас беспокоит, что ожесточенные бои наносят серьезный ущерб международному имиджу России и помогают
вашим критикам внутри страны и за рубежом. Это видно по призывам некоторых членов нашего нового Конгресса сократить или даже прекратить помощь России. Я видел доклад ОБСЕ, в котором изложен ряд шагов по решению гуманитарных аспектов конфликта в Чечне, который был опубликован на прошлой неделе. Хочу поблагодарить тебя за предоставление ОБСЕ доступа в Чечню. Надеюсь, ты согласишься с их рекомендациями. Первым шагом является гуманитарное прекращение огня. Это был бы хороший первый шаг к политическому урегулированию. Меня беспокоит, что боевые действия в Чечне также заставили многих на Западе усомниться в приверженности вашего правительства реформам. Я не поддерживаю эту точку зрения. Я считаю, что ваша приверженность сильна и ясна, и вы ясно дали понять, что США будут продолжать поддерживать реформы в России и ваши усилия в этом направлении. Но Чечня оказывает влияние на общественное мнение здесь и в Европе. Решение о вашем новом чиновнике по приватизации послала хороший сигнал о ваших истинных намерениях. И я хочу призвать вас использовать каждую возможность, чтобы продемонстрировать свою приверженность демократии, открытому правительству и экономическим реформам. Борис, я хотел бы сказать еще кое-что. Я прошу прощения за этот длинный монолог, но я знаю, что ты выступишь в Думе на этой неделе. Весь мир ждет твоей речи. Это чрезвычайно важная возможность для тебя описать сложную чеченскую дилемму и для вашего народа, включая чеченцев, таким образом, чтобы открыть дверь для политического урегулирования. Это также возможность напомнить миру, почему ты являешься лучшей надеждой на продолжение реформ в России. Я хочу, чтобы все видели тебя как человека, который стоял на танке и отстаивал свободу. Мне не нравятся некоторые вещи, которые сейчас говорят. Как друг, я призываю тебя воспользоваться возможностью, которую предоставляет эта речь. Сейчас для России ужасно трудные времена. Я думаю, что эта речь отличная возможность для тебя, и надеюсь, что ты ею воспользуешься. Ельцин, еще раз благодарю тебя за твою позицию и за политическую и моральную поддержку, которую я получаю от тебя и Гельмута и нескольких других лидеров. Это очень обнадеживает и помогает создать соответствующую политическую ситуацию в России. Это помогает привлечь людей на нашу сторону, в поддержку президента, в поддержку нашей позиции по Чечне. Те, кто предлагает ввести санкции против России, пусть не забывают, что Россия – это не Югославия, это не то, что можно использовать, чтобы запугать нас. Чечня – это внутренняя республика России. Она является частью Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации. Мы имеем дело с открытым восстанием. Согласно Конституции, мы имеем право применить силу, так же, как и вы, если у вас восстание в одном из ваших штатов. Конечно, нас беспокоит реакция мировой общественности. Мы не хотим, чтобы нас представляли как людей, которые отступают от реформ или выступают за диктатуру. Мы за реформы, и это я очень четко заявлю в своем выступлении перед парламентом. Я также могу тебе сказать, что я разговариваю с Гельмутом по телефону каждую неделю. Мы используем это как возможность синхронизировать наши часы. Я начал переговоры и работал над прекращением открытых боевых действий. В Чечне у нас остались только полицейские силы для борьбы с бандитами, которые стреляют по нашему народу. Полиция существует для того, чтобы противостоять этим бандитам. Мы признали Временное правительство. Имеется в виду марионеточное правительство так называемой чеченской оппозиции, сноска наша, до выборов, которые запланированы на этот год. Мы пытаемся восстановить торговлю, обеспечить поставки продовольствия и одежды, а также восстановить жилищные условия.
Все это финансируется из федеральных средств. Чечня была частью России и останется частью России. Раньше это была диктатура в составе России, но я могу тебя заверить, что она станет демократической частью Российской Федерации. А вот здесь привет Кадырову. Сильно постарались российские демократы. Что касается процесса реформ, мы движемся вперед. В Давосе Чубайс упомянул многое из того, что мы делаем, чтобы продвинуть реформы здесь. Итак, Билл, спасибо за твое выражение обеспокоенности. Можешь быть уверен, что я твердо стою на ногах, стремясь к демократии и реформам. Я поддерживаю связь с чеченскими старейшинами и муниципальными чиновниками, чтобы обеспечить хорошее, мирное урегулирование. Клинтон, спасибо. Я думаю, будет важно, если ты сможешь в своей речи выразить поддержку ОБСЕ и некоторую нотку сожаления по поводу того, что произошло в Чечне. Мир пугает масштабные человеческие страдания, вызванные военными действиями. Важно показать миру, что ты пытаешься восстановить демократию и хочешь сделать это в наименее деструктивных условиях. Ельцин, я думаю, что обязательно воспользуюсь твоим советом. Клинтон, еще несколько слов по важному вопросу. Я работаю над тем, чтобы добиться одобрения договора СНВ нашим Сенатом, чтобы выполнить обязательства, данные нами в сентябре прошлого года, об обмене ратификационными грамотами на нашем следующем саммите. Я оптимистично настроен, что Сенат ратифицирует договор к апрелю. И если я могу что-либо сделать, чтобы усилить поддержку СНВ-2 в России, дай мне знать. Я думаю, что мы примем СНВ-2 здесь весной. Ельцин, было бы очень хорошо, если бы мы смогли обменяться ратификационными грамотами на нашем следующем саммите. Со своей стороны, я постараюсь сделать все возможное, чтобы решить этот вопрос. Могу ли я упомянуть тот факт, что твоя сторона планирует ратифицировать СНВ-2 к этой весне? Клинтон, да, ты, безусловно, можешь сказать, что мы говорили, что я настаиваю на ратификации весной и что я оптимистично оцениваю его шансы весной. Ельцин, очень хорошо. Эта ссылка поможет нам ускорить процесс ратификации. Клинтон, отлично. Что ж, удачи. Ельцин, тогда мы сможем начать работу над соглашением «Старт-3». Президент Клинтон, я с нетерпением жду. Ельцин, я тоже с нетерпением жду нашей следующей встречи. Клинтон, я тоже, мой друг. До свидания. Ельцин, от меня наилучшие пожелания Хиллари и всем моим друзьям. Спасибо за твою поддержку и звонок. Клинтон, спасибо и передавай привет Наине. До свидания, до нашей следующей встречи. Ельцин, спасибо, до встречи в следующий раз. Клинтон, до свидания. Конец разговора. Этот милый разговор происходит 13 февраля 1995 года. Напомнить вам, защитники демократии и либеральных ценностей, что происходило в этот момент в Чеченской Республике. Я думаю, что вы помните, столько фильмов сняли про русских солдатиков. И ваш работодатель Ходорковский тоже помнит. Он как раз обсуждал у Ельцина в кабинете угол наклона пушки БТР-3, чтобы эффективнее убивать чеченцев в горных условиях. Одно из предприятий, которое мы в свое время восстанавливали, перезапускали, был Курганмашзавод. Это предприятие, которое производило БМП. И там было два типа БМП. БМП-2, БМП-3. И вот тогда от нас потребовали поставки БМП. И мы знали, что драться предстоит в горах, и мы им предлагали БМП-2. Меня вызвали к Ельцину. На меня наезжал Грачев. Почему вы не даете современное БМП?
БМП-3, а у него угол возвышения пушки для гор не годящийся. Я пытался это объяснить, мне не удалось. Это вот был тот случай, когда мне не удалось. Но и в результате пожгли, много пожгли. А для наших зрителей, мы думаем, будет вполне интересно познакомиться с реальным лицом мировых правителей, особенно сегодня, в мрачные и кровавые дни наступающего 2026 года. И в качестве эпилога вспомним, что 31 декабря 1993 года – это трагическая дата. В этот день был зверски убит первый президент независимой республики Грузия Звят Гамсахурди. И история праведника и мученика Звята Гамсахурди – это не только мое дело или дело тех граждан Грузии, которые остались верны той свободной Грузии, которую Россия растерзала в декабре 1991 года с помощью предателей, коллаборантов и военных преступников из ложи Шеварднадзе. Это дело всех людей, кто сегодня хотел бы определиться с правильной стороной истории и прекратить дьявольскую ложь. Время останавливается, пока праведник оклеветан. И не случайно новогодняя ночь объединяет старый год убийством героя Звята Гамсахурди 31 декабря и днем рождения Степана Бандеры, героя Украины, 1 января. Take a cup of kindness yet for all.